В эфире телеканала «Якутия-24» программа «Актуальное интервью». В студии работает Кристина Якупова. В Якутске второй день работает Республиканский форум «Дошкольное образование. Инвестиции в будущее». Главной особенностью форума является презентация, выставка лучших практик детских садов, их проектов и методических разработок. В форуме принимают участие федеральные гости и эксперты в области дошкольного образования. Один из них сегодня у нас в студии – Сергей Аверин, доцент Института педагогики и психологии образования Московского государственного педагогического университета, президент закрытого акционерного общества «ЛТ Кудец». Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Так, расскажите, пожалуйста, в форуме вы принимаете участие в качестве лектора в семинаре по STEM-образованию. Почему именно STEM-образование и чем оно отличается от традиционного способа обучения? Я начну с того, что я извинюсь за свой голос, потому что я прилетел в вашу республику из Коста-Рики, где тоже мы работали по этому направлению. Есть интерес во многих странах к STEM. Разница температуры и времени, видимо, много очень выступлений, голос сорвал. STEM, да, это Science, Technology, Engineering and Math, это наука, технологии, инженерное дело и математика. Те направления, которые, во-первых, если говорить про дошкольное образование, они могут стать основой формирования современной, очень интересной образовательной среды, которая необходима для познавательного развития каждого ребенка. С другой стороны, это большой запрос и необходимость в государстве иметь кадры, которые обеспечивают конкурентоспособность этого государства. Поэтому мы и то, и другое должны учитывать. А не рано ли в дошкольном возрасте? Да, STEM вообще-то традиционно, он имел другое обозначение еще в Советском Союзе. Это было политехническое образование, и обычно к нему приходили уже, может быть, в конце школьного возраста. Сейчас все быстро меняется. Сначала у нас пришли информационные технологии в дошкольное образование, затем пошло робототехника, STEM. Нет, все нормально, это, повторяюсь, это просто среда. Важно, чтобы просто сама деятельность детей была детской деятельностью. Игра, конструирование, познавательная деятельность, проектная деятельность, учебная в конечном итоге. Если мы не пытаемся сделать инженеров прямо в детском саду, то или там инженеров, или плотников, или еще кого-то, это тоже нормально, можно, только это должно быть отдельной кружковой работой. В рамках основной программы должны быть развитие ребенка, детоцентризм во главе. То есть программа позволяет уже дошкольникам готовить детей к профессиям 21 века? Да, ребенок получает компетенцию, он знакомится, и ему интересно и не страшно, когда он дальше растет, и все понятно. Среда должна немножко даже обгонять нашу реальность, но не заходить слишком далеко. Поэтому этот отбор того, что составляет STEM, у нас этому очень много в программе отведено времени, внимания. А если дошкольник будет заниматься по этой системе и пойдет в школу с традиционным обучением, важна ли тут преемственность? Да, преемственность всегда важна, и преемственность между двумя уровнями образования – это то, чем много педагоги занимаются. Поэтому даже наша программа, она двухуровневая у нас, так она называется, программа STEM-образования детей дошкольного и младшего школьного возраста. Но дальше там во всех сейчас школах электронные, цифровое образование и робототехника, и элементы технологий современные везде есть. Поэтому я думаю, что это как раз наоборот, мы ребенка готовим к школе, а не то, что он вдруг обгонит школьные наши реалии. А не забирает ли STEM у детей возможность играть? Нет, повторюсь, что все зависит от детской деятельности, чтобы именно ребенок занимался детской деятельностью, важнейшей из которых игра. И у нас в STEM есть и математические игры интересные, например, вайтой, подвижные даже игры, или там наша пчелка, робопчелка, или там можно робомышь, они тоже предполагают игру, иногда командную игру. То есть даже сюжетная игра, она может быть не обязательно играть там в продавцов или в полицейских, а можно играть в исследователей, в ученых, в космонавтов, то есть ближе к специальностям, с которыми связан STEM. А много ли в Якутске детских садов, которые занимаются по данному
по данной системе образования в республике, вот в нашей. И вот чем STEM и STEAM отличаются друг от друга? И вот непосредственно инновационных площадок нашего такого сетевого взаимодействия с Институтом изучения детства, семьи и воспитания РАО, их 17, это как бы инновационные площадки РАО. А вообще-то говоря, вот само это направление, элементы оборудования, они практически чуть ли не в каждом втором детском саду. Я хочу сказать, что в Якутии это гораздо более продвинутая ситуация, чем в среднем по стране и за рубежом. Что касается STEAM и STEM, мне вчера министр образования господин Егоров задавал этот вопрос. Буковку А мы считаем, что ее невозможно в программе зафиксировать. А арт, он настолько многообразен, это может быть и музыка, как у вас, музыка для всех, и рисование, и лепка. Это зависит уже от конкретного от конкретной образовательной организации, что они выберут, что у них есть. Поэтому мы предпочитаем STEM плюс А. А так противоречия никакого нет. То есть вы довольны реализацией программы в нашей республике? Ну, вообще я доволен. Я, может быть, даже не имею права себя считать таким уж великим, чтобы говорить, доволен я или недоволен, как у вас реализуется программа. Мне кажется, что дошкольное образование, образование в целом в республике имеет очень мощное движение, есть чему поучиться, потому что у вас есть две очень сильные стороны в дошкольном образовании, которые я увидел. Первое – это то, что это целеполагание, вот даже то, что от раскрытия одаренности детей, его развития. И второе, то, что самые высокие руководители республики уделяют непосредственно дошкольному образованию в целом очень большое внимание. Это можно позавидовать и поприветствовать. А какие планы сотрудничества вот с дошкольными образовательными организациями в республике? Вы знаете, ну, конечно, мы будем развивать и STEM, и она будет видоизменяться. У нас она построена таким образом, что она не застывшая, она не может быть застывшей, раз мы берем современную инновационную среду. Но нам интересно попробовать спуститься вниз, мы не будем туда вести STEM. У нас есть планы по, сейчас это вообще тоже тренд наш национальный, заняться ранним возрастом, то есть до 3 лет. И если программа наша STEM посвящена развитию интеллектуальных способностей, то формирование самого интеллекта и интеллектуальных способностей происходит до 3 лет. Вот это очень интересная тоже задача. У нас есть такое понятие, как сенсорная интеграция. Вот в рамках этой концепции мы собираемся это делать, и нам будем использовать ту основную программу, которая самая популярная в республике, это программа от рождения до школы. Об этом мы говорили, в частности, с доктором Вераксой Николаем Евгеньевичем. Я думаю, что это будет хорошая возможность внедрить и опробовать наши разработки. Плюс дети с ОВЗ, конечно, это тоже у нас есть интерес, мы видим здесь площадки, на которых можно вести эту работу. Расскажите, пожалуйста, о особенностях работы с другими регионами. Вы знаете, очень все индивидуально. Я могу одно сказать, что, к сожалению, в больших городах, таких как особенно Москва и Санкт-Петербург, работа идет гораздо более сложной, там меньше возможностей для творчества и свободы принятия решений самим педагогам, самим детским садам. Слишком много всего зарегулированного. Я не знаю точно, как в Якутии осуществляется надзор за, и, конечно, он должен быть за системой образования дошкольного, но у меня такое ощущение, что здесь люди более раскованные. И, тем не менее, у нас в 22 регионах в общей сложности, в субъектах федерации, есть эти площадки, хотя программа молодая, она в 2017 году только была в основном создана, и она будет развиваться дальше. Но у нас есть какие-то традиции. У нас есть, например, сейчас вот появился ежегодный фестиваль детских мультфильмов. 2-й год будет проходить в Москве. И один из модулей, который у нас входит у нас программа модульная, это как раз мультстудия «Я творю мир». Я смотрю, что она используется в республике. Приглашаю принять участие в этом фестивале. Это достаточно интересное такое творческое мероприятие. А вот вы сказали, что вы работаете с зарубежными странами. Вы побывали вот в Коста-Рике. Да, мы отобрали вот на ближайшее время несколько стран, где хотим попытаться эту программу внедрить. Это Коста-Рика, также вот в апреле мы поедем в Казахстан, в Чимкент.
будем заниматься внедрением. В принципе, я получил приглашение в Алжир после президентских выборов. У них, скорее всего, это будет осенью уже. И есть планы тоже эту программу внедрить в Узбекистан. То есть мы не берем такие американские непосредственно США или западные страны. У них свой STEM довольно сильный, и нас там, скорее всего, не ждут. А как дальше планируете развивать вашу программу? Нам необходимо сейчас оценивать эффективность ее, потому что прошло время, уже апробация в большой степени идет полным ходом, не только в Якутии, вот, например, в Краснодарском крае, где она, собственно, как ни странно, начиналась. И мы начинаем исследовать, что были контрольные определенные замеры, есть методики оценки различных способностей интеллектуальных детей, прежде всего интереса к познавательному своему развитию, к познанию. И сейчас мы будем смотреть, что получается. Что это уже первые такие исследования прошли, они дают стойкий положительный результат. С другой стороны, нам интересно, конечно, как можно больше конкретных образовательных сюжетов, их показывать, делиться, чтобы у нас есть такое как бы STEM-пространство, где многие образовательные организации, педагоги обмениваются опытом. Возможно, что мы будем сделать сборник. Ну и вот интересно, конечно, внедрять эту программу, интегрировать ее в основную программу, в том числе вот ту, которую я сказал. Эта работа тоже у нас запланирована, мы ведем ее. Спасибо. Сергей Александрович, спасибо, что пришли к нам в студию. Махтал. Спасибо. А я напомню, у нас в гостях был Сергей Аверин, доцент Института педагогики и психологии образования Московского государственного педагогического университета, президент закрытого акционерного общества ЛТ Кудец. Оставайтесь на нашем телеканале.